Ведет передачу Михаил Соколов. В Москве введены со среды цифровые пропуска, изоляцию ужесточают, а число больных коронавирусом пока растет. Что же будет с доверием к власти и как могут измениться ее планы? Это обсудят наш гость, историк и политолог Валерий Соловей. И на связи из Соединенных Штатов Америки будет профессор политологии университета штата Теннесси Андрей Коробков. Добрый вечер. Ну и давайте начнем с чего-нибудь свеженького на видео, с недавнего выступления Владимира Путина. Мы с вами хорошо знаем, что по сравнению с другими странами, которые также столкнулись с коронавирусной инфекцией, Россия выглядит пока, во всяком случае пока, гораздо более предпочтительно. Это, конечно, результат и организация системы здравоохранения в стране, это очевидно, не только потому, что к нам позже это пришло. Это очевидно. Это результат хорошей подготовки медицинского персонала. У нас очень много проблем. Нам здесь особенно хвастаться нечем и ни к чему. И особенно не нужно расслабляться, потому что в целом, как вы сами об этом говорите, как говорят ваши узкие специалисты, пик эпидемии у нас не пройден. Причем не пройден даже в Москве. Поэтому, безусловно, меры, которые введены городскими властями, считаю оправданными. Важно только, чтобы все технические, административные вопросы были до конца отработаны и функционировали эффективно, чтобы это не создавало дополнительных проблем для граждан. Ну вот это Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке. Валерий Дмитриевич, звучит ли слово президента убедительно? Скажите нам как специалист. К сожалению, нет. И это вот главное. Всегда важно не столько и не только содержание, сколько манера говорить и вот некая внутренняя энергетика. Это влияет на людей в первую очередь. Они сначала воспринимают, а только потом уже вслушиваются в сказанное. И здесь нет никакой убедительности. Он выглядит как чиновник средней руки. Ну, вот тут интересно, знаете, я бы отметил еще отсутствие, в общем-то, логики. С одной стороны, Россия выглядит хорошо на фоне других, с другой стороны, хвастаться нечем. Ну, я бы сказал, внутреннее противоречие всегда было характерно для выступления нашего национального лидера, и это не самая еще большая беда. Здесь отсутствует энергетика. И я очень хорошо знаю, что отсутствие этой энергетики воспринимается сейчас всем бюрократическим сословием России, и в том числе правящей группировкой, как серьезнейшая проблема. Они не понимают, что им делать. Я говорю вполне серьезно, потому что они не чувствуют, что есть какое-то целеполагание. Если у нас система власти организована таким образом, что все выстроена вокруг Владимира Владимировича, то, естественно, от него ожидают импульсов. Он никаких импульсов не дает. И вот это вот в какой форме должны быть эти импульсы? В энергичной манере. Для них тоже очень важна манера. И он должен показать, что у него есть план. Они привыкли к тому, что у вождя есть хитро задуманный план. Даже если у него его и нет, то он, по крайней мере, демонстрировал наличие. И у него было всегда, это очень важно для понимания того, как его воспринимает российская элита, у него была репутация удачника. То есть человека, который выходил сухим из всех ситуаций сложных и даже обращал их себе на пользу. А тут он дважды уже оказывается в ситуации, с которой не может выбраться. Причем одна носит непреодолимый характер, это эпидемия, а вторая – это ситуация с нефтью, где Россия выглядит очень бледно в роли проигравшей стороны. Я могу сказать с уверенностью, что конфликт между Россией и Саудовской Аравией, точнее между Путиным и кронпринцем, он только углубляется. Он не сошел на нет. Никакого мира между ними не будет. И элита об этом знает. То есть он начинает в ее глазах терять репутацию человека, который знает, чего он добивается, который знает, куда идти, и показывает это всем. И вызывает у людей, ну, не у массы, допустим, общества, а вот хотя бы у элиты уверенность того, что этот поводырь нас приведет к победе. И сейчас впервые они его не видят в этом качестве. Для них это серьезнейший психологический афронт. Серьезнейший. Ну, то есть получается, что Владимир Путин вот в этой кампании по борьбе с эпидемией, с такой стихией, вроде антикризисного менеджера, теряет привычный образ сильного, мощного лидера. Для них.
Или для народа Абсолютно. тоже? Для всех. Это очень точное замечание. Была выстроена полуавторитарная или авторитарная модель. Считается, что в теории она наиболее эффективна в ситуации кризиса. И вдруг эта модель демонстрирует, что она неэффективна. Но она строится, она центрована вокруг именно одного человека. Поэтому, если неэффективен он, то неэффективна в целом модель. И вдруг выясняется, что она неэффективна. Значит, лидер привык ассоциироваться с победами и успехами, а не с поражениями и трудностями. Он говорит губернаторам: решайте. Хорошо, дайте ресурсы. Это естественный вопрос. А задают ли они этот вопрос? Вот Они об этом думают. Это незаданный вопрос, который повис большим восклицательным знаком на всех совещаниях, публичных и непубличных, когда обсуждается проблема реагирования на эпидемию. А он не хочет давать ресурсы, наотрез не хочет. Он считает, что люди перебьются и так. А судьба малого и среднего бизнеса, он же сказал, что это все сплошь жулики, его вообще не занимает. Но это же миллионы людей. Это десятки миллионов людей считают, что это не имеет никакого значения, что не смогут прожить. Его беспокоит только то, что составляет угрозу, как ему кажется, его власти. Это несанкционированная массовая реакция. Вот это беспокоит. Подождите, какая может быть несанкционированная массовая реакция в условиях, когда людей посадили фактически под домашний арест, вот в эту самоизоляцию, Совершенно которая верно. на самом деле изоляция с помощью штрафов? Есть страх того, что люди, тем не менее, выйдут на улицы под давлением обстоятельств. Есть нечего. Во многих провинциальных городах откровенно говорят, что есть нечего. Там ресурсов у людей хватило, хорошо, если на 2 недели, у 60% вообще уже ничего не осталось. И плюс лавинообразный рост преступности. Ну, давайте скажем мягче, девиантного поведения. Там алкоголизация массовая началась или возобновилась, да. Ну, цифры подсказывают, да, цифры, что да, пьют сильно, да. Да, очень сильно. Потребление алкоголя, если я не ошибаюсь, на 30% выросло. Ну, рост продаж алкоголя. Мы уже не говорим о том, что вне цифры продаж находятся. Соответственно, рост бытового насилия колоссальный. Девиантное поведение. Во что это может выплеснуться, одному Богу известно. Поэтому, значит, задача будет решаться следующим образом. Вот потенциально опасным низшим классом, да, говорит, сидите дома, ну, умирайте дома, да, это же ради вашего спасения, а силовикам мы повысим зарплаты. Речь идет сейчас об этом, о том, чтобы срочно повысить денежное довольствие представителям, ну, всем силовым структурам, которые на острие. И, возможно, речь пойдет о кадровых переменах в МВД, причем на самом верху. А чем, собственно, можно быть недовольным полицией там, и так далее? Ну, они ходят там по улицам, людей гоняют. План по протоколам вроде появился, там 5 с участкового. Ну, посмотрим, как они будут этот план еще выполнять. Считают, что Колокольцев – это не тот руководитель, который пригоден для кризисной ситуации. Им бы нужен кто-то вроде Золотова. Колокольцев слишком мягок с точки зрения тех, кто принимает решения. Но Золотов-то, мягко говоря, простоват в принятии решений. Вот в чем проблема. Но у него есть одно достоинство, даже два. Он абсолютно лоялен, и второе, он не размышляет. Вот то, что вы считаете недостатком, для людей, принимающих решения, сейчас выглядит достоинством. Он не будет размышлять. Идеальный исполнитель. Абсолютно верно. Но я уже не говорю о том, что среди тех, кого мы называем силовиками, особенно ФСБ, среди них поползли уже слухи, кстати, это вот возвращаясь к началу нашего разговора, о том, что вождь не демонстрирует энергетики, целеполагания. Они начинают говорить, это очень похоже на лето 91-го года. Никогда такие мысли им в голову еще не приходили. Они уже начинают это обсуждать. Причем речь идет о высокопоставленных офицерах службы. Скажите, а все-таки вот по поводу передачи власти на места губернаторам, ну, в конце концов, это что? Это вот такая вот
феодализация России происходит, где там кемеровский губернатор запрещает людям выезжать из региона, где Кадыров запрещает въезжать в регион. А что он там внутри делает, ну, мы в «Новой газете» сегодня видели, Да. и это вызвало у него дикую истерику, угрозы, которые он адресует там сначала «Новой газете», заодно и «Эху Москвы» тоже добавил, там, что перепутал, ну, ничего, их всех надо как-то там, врагов, приструнить, ну и прочее. То есть в каком-то смысле вот такой происходит распад единого вертикализированного пространства. Знаете, мне кажется, в самой идее передачи части ответственности в регионы нет ничего дурного. Ну, Россия хотя бы формальная федерация, и, в принципе, эпидемиологическая ситуация в разных местах выглядит по-разному. Поэтому там, по идее, они и должны принимать решения. Ну, во-первых, им нужны ресурсы. Да, вот в Соединенных Штатах, штатам тоже была поначалу предоставлена возможность определять режим локдауна. Там полный, частичный, строгий, мягкий. Но президент выделил ресурсы на всю страну. И Конгресс проголосовал. Да, и за Конгресс это. совершенно. Значит, Там выделяйте огромный ресурсы. план помощи, да, еще Андрей совершенно спросит, верно. да. Это первое. И второе, нужна некая общая, я бы сказал, даже не столько правовая, хотя она необходима, некая ценностно-культурная рамка. Бить людей нельзя, нарушать базовые свободы нельзя. Понимаете? А у нас эта рамка отсутствует. Ну, в Чечне били, да. Да, совершенно Где-то верно. не Поэтому били, но они начинают вести себя, исходя из собственного понимания, я бы сказал, даже не понимания ситуации, а из мозжечка, вот стереотипов, которые вбиты, которые на уровне подкорки находятся. А давайте мы запретим. А давайте, большинство поступает, мы ничего не будем делать, а наблюдать за Москвой. Вот как в Москве поступает, да, у нас ресурсов нет, но мы будем имитировать. Потому что Москва ближе к Кремлю, она лучше знает. Есть те, кто пытается проявлять, как мне кажется, некоторые зачатки политического поведения. Это удивительно. То есть это люди, которые могут впоследствии из технократов превратиться в политиков. Помните тех губернаторов-политиков 90-х годов? Ну, конечно. Это только время проявит, конечно, превратятся они или нет, но у некоторых из губернаторов, мне кажется, есть такой потенциал. Распадом России, с моей точки зрения, это не чревато. Это как раз попытка выработать некую модель реагирования свою. И часто она глупая, неоптимальная. Помните, в свое время, в нулевые годы, очень много рассуждали о региональных режимах? Да, конечно. И Но они отличались, это, они, кстати, до сих пор отличаются. А вот они оживают таким образом. Вот эта дискуссия о региональных политических режимах, мне кажется, она сейчас в скором времени может быть возобновлена. Но в самой по себе идеи ничего дурного нет. Реализация, как обычно. Сперматозоид был красавцем, а ребенок оказался уродом. Ну, вот так все у нас. Ну, смотрите, вот все-таки есть некие управленческие сигналы, да? Ну, к примеру, Путин сказал, что не надо прерывать сообщения между регионами. Однако, де-факто это происходит, скажем. Вот мы увидим, что с этими цифровыми пропусками будет происходить сейчас в Москве завтра, да. Скажем, в Москву реально не пускают транспорт из регионов, да? А в соседних областях стали не пропускать московский, например. Но это на самом деле элементы все-таки феодализации, ничего хорошего в этом нет. Вот Это так. элементы феодализации, это, я бы сказал, в основе лежит извлечение корысти. Потому что вы будете пропускать тех, кто вам будет давать взятки. И, допустим, на Кубани это выглядело именно таким образом еще пару-тройку дней тому назад. Когда муниципалитеты срочно вводили изоляцию вокруг своих территорий и пропускали только, полиция пропускала тех, кто давал деньги. То есть точно так же в некоторых местах, вот мне написали сегодня из Ставропольского края, там пытались людей штрафовать просто за то, что они вышли на улицу. Просто за то. Причем они к группе риска не принадлежали. К счастью, все это окончилось благополучно. Но мне кажется, что здесь очень много идиотизма. Просто идиотизма. Очень много жадности. И вообще непонимания того, что происходит. И, естественно, это расшатывает самоуправляемость. Не столько управление, это вот кризис управляемости. Мы вдруг видим, что Россия управляется из рук вон плохо. А в некоторых случаях, как сейчас,
До этого это все скрывалось свирепостью риторики, свирепостью административно-полицейских практик и вот этим рефреном: а мы создали сильное государство. Посмотрите, оно нам необходимо. Они нас боятся. А вдруг выяснилось: слушайте, да мы сами этого государства не видим, мы боимся, и в кризисной ситуации это государство абсолютно неэффективно. Начиная с того, кто это государство построил, кто был великим архитектором, я бы так назвал, этого государства, и строителем. Но это вы на Путина, конечно, наезжаете. Да. Ну вот я еще хотел бы тогда процитировать великого человека, вот что он предлагает, собственно, делать. Целый ряд решений по поддержке экономики, бизнеса, малого и среднего предпринимательства уже объявлен и реализуется. Но ситуация такова, что необходимы новые, дополнительные шаги, адекватные уровню новых вызовов. Ресурсы, инструменты, резервы для активной антикризисной политики. Я уже об этом говорил, вы сами об этом знаете, у нас есть. Нужно использовать их максимально эффективно и с ощутимым результатом для экономики, а значит для граждан. На прошлой неделе было дано поручение правительству подготовить программу поддержки бизнеса, сделав особый упор на сохранение занятости и доходов людей. Ранее также просил проработать меры по устойчивому кредитованию реального сектора экономики. Ну вот, знаете, все-таки вдохновить-то это вряд ли может, но я вот читаю заголовки тоже в разных газетах. У нас газетах, но имеется в виду электронных, да. Чтобы остановить распространение коронавируса, требуются экстраординарные меры. Это Путин сказал сегодня. Дальше там идет: Путин призвал, Путин потребовал, Путин поручил. Вот когда все это вместе, а ничего не делается, так это, наверное, все-таки получается это так, саботаж, что расписывается в собственной беспомощности власть. Но ведь действительно бесконечно, вот сейчас показывают, если вы возьмете Кремль.ру, да, президентский сайт, показывают эти совещания, поручения, указания, тем не менее защитных средств нет, масок нет, в общем, мягко говоря, с медициной тоже не очень хорошо, и было, и есть, и, видимо, будет. Ну и что дальше-то? А дальше это все будет усугубляться. Ничего другого не будет. Это будет усугубляться какое-то время. Потом мы надеемся на то, что эпидемия естественным путем пойдет на спад. Остановить мы ее не в состоянии. Но можем, может быть, немножко притормозить. Время упущено. То есть вот те шаги, которые сейчас начинают предприниматься, и то половинчато, должны были быть сделаны 3 недели назад, причем в очень жесткой манере. Но для того, чтобы закрыть российскую столицу, ее не надо было сжигать, как говорил в свое время классик, чтобы спасти Россию. Ее надо было закрыть, ввести жесткий карантин. То есть как центр эпидемии. Да, совершенно верно. Надо было обеспечить людей деньгами. Да. Чтобы они не беспокоились о своем пропитании в течение тех 1,5-2 месяцев, а речь шла бы не менее чем о 2 месяцах, значит, избавить их от квартплаты, ее должно было взять на себя государство, предоставить пособие достаточное для семьи, там, скажем, 30 тысяч рублей на взрослого и 15-20 тысяч на ребенка. Вы даже больше, чем Гурьев, хотите дать. Я думаю, что это абсолютно необходимо было бы сделать для того, чтобы люди поняли, что ситуация крайне опасна, раз государство идет на такие беспрецедентные меры. Но сначала вы предложите людям пряник, объясните им, что это надо делать, а только потом начинаете их пугать. И когда они получают пряник, то тогда слова ваши об угрозе звучат очень... Все сделано, как обычно. Помните, как современники говорили Николаю II, слишком мало и слишком поздно. И остановить распространение эпидемии уже не удастся. А мы можем надеяться на то, что явочным путем она сама пойдет на спад, и к лету, Бог даст, она начнет замирать. И все это время мы будем страдать. Надо отдавать себе в этом отчет. Какой удар это нанесет по репутации власти, я могу только догадываться. Надо следить за социологией, за качественными изменениями. С моей точки зрения, разрушительной. А просто нанесет разрушительный удар. Но здесь важнее
перейдет ли это изменение в массовом сознании, качественное изменение в политическое поведение? Когда и в какие формы политического поведения? Политическое поведение сейчас ему трудно перейти, поскольку люди по домам, да, а то, что называется парламентом, оно, в общем, таковым не очень является, если они вот в это трудное время занимаются переносом даты Дня Победы над Японией с 2 числа, когда была подписана капитуляция реально, на сталинский праздник, как отмечали при Сталине не очень долго, на 3 сентября. Ну вот важнейшее дело, понимаете? Ну так у них же нет никакой самостоятельной повестки. Вот тем, что обсуждает парламент, мы можем определить его значимость в российской политике. Это 3-й или 4-степенный по важности вопросы. Ну, слушайте, можно было занять этот парламент, например, секвестром бюджета. В конце концов, деньги понадобятся и на выплаты, и на другие вещи. И там, кстати, несмотря на то, что, конечно, в значительной степени много случайных людей, на самом деле есть и профессиональные люди, которые могли бы, так сказать, этим заняться. Михаил, боятся проявлять инициативу. Уж как только они проявят инициативу, это может быть им поставлено в упрек. Все очень боятся. Они привыкли к тому, что импульсы исходят от человека, у которого в окнах свет не гаснет допоздна. Помните, да, как стихотворение? Нет такого человека уже, оказывается, этого. И вот вдруг они оказались в состоянии пустоты. И они не знают, что им делать. Ну, а вот интересно, как будет развиваться ситуация с политическим проектом, который Владимир Путин, собственно, затеял до того, как ему, или там многим другим, да и многим из нас, стало понятно, какой размах вот этой мировой эпидемии. Да? Проект по изменению Конституции, превратившийся по ходу дела в срочное обнуление, значит, сроков президентства. Угу. Вот здесь-то что сейчас? Все зависло, и я не знаю, как юристы, но скажут, но у меня такое ощущение, что одна Конституция уже не работает, а другая еще не созрела. Да, и вот в этот зазор политический вообще можно, так сказать, въехать кому-то еще. Нет? Насколько я представляю, Владимир Владимирович очень бы хотел провести плебисцит. Он хотел бы поставить точку в этом формальном процессе изменения Конституции. Но чем дальше этот плебисцит откладывается, тем меньше шансов получить утвердительно. Если только они не прибегнут к каким-то уже чудовищным фальсификациям, возможно, через электронное голосование, внедрение в общенациональных масштабах, и предложение, что, кивнув головой телевизору, вы тем самым подтверждаете свое согласие. Он очень хотел бы. Хотя уже сейчас здравые люди говорят, ну, слушайте, может быть, как-то без этого обойтись. Но если обойтись без этого, нужно считать, что у нас вообще нет Конституции. Почему? Конституционный суд трактует все, что угодно, как нужно власти. Да, он будет трактовать как угодно. Но на самом деле все, что происходит, вот эта вся процедура внесения правок в Конституцию, изменения Конституции, все, что происходит сейчас с необъявлением чрезвычайной ситуации, все это показывает, что мы все, государство в первую очередь, и мы вслед за ним, да, как граждане, к счастью или несчастью этого государства, оказались в гигантской серой зоне, где вообще перестают действовать законы, где перестают работать отсылки к Конституции, где очень скоро перестанут действовать отсылки даже к намеку на права человека. У меня в этом нет сомнений, поскольку это будет тот барьер, который власть попытается поставить перед возможными протестами. Забавно, что о правах человека заговорила церковь, которой закрыли двери сейчас в связи с эпидемией. О чем они никогда не задумывались. Ну, помните, права человека можно по аналогии знаменитой фразы: это последнее убежище для всех, на чьи интересы начинают наступать, в том числе и для Русской Православной Церкви. Вот Путин хотел обнулиться, да, получается, что власть захватили вирусологи, санврачи и адепты цифрового контроля над населением. Ну, вообще в какой-то антиутопии, потому что, судя по прогнозам, уровень жизни, уровень доходов упадет до 2000 года. То есть вот 20 лет они пошли коту под хвост. И мы начинаем стремительно оказываться в тех самых 90-х годах, которыми нас пугали. Значит, вот сейчас Кремль очень боится роста преступности.
очень боится. Там сказать, уличная преступность, о чем уже Песков говорил, что нет, не будут возвращения в 90-е годы. Это то, что их беспокоит по-настоящему. Они боятся массовой безработицы, которая выглядит уже практически Которой неизбежной. никогда не было практически. Да, в общем, да, за последние 20 лет ее не было после того, как у нас начался экономический рост, начало восстановительный, потом рост уже благодаря нефтяным ценам, а сейчас мы перед реальной перспективой. И это может оказаться действительно даже хуже и опаснее, чем 90-е годы. Потому что тогда мы выходили из советской шинели, мы условно-капиталистического пороху еще не понюхали, не знали. Но сейчас же средний класс в России еще остается, остатки. Правда, быстро деклассируются, превращаются в новых русских бедных. Но они понимают, что жизнь может быть другой. У них есть опыт, они видят, как это происходит на Западе. Да, это проблема общая для всех, но почему западные страны реагируют иначе? Почему даже Грузия, страна, мягко говоря, не очень богатая, отменила плату за жилищно-коммунальные услуги для своих? Государство взяло, что у нас этого нельзя сделать? Так Почему? вот и вопрос. Сейчас экономисты, большая группа, довольно хорошо разработанный проект по субсидированию примерно на 3 месяца населения выдвинули, там Гуриев и другие. Почему на эти предложения нет никакого официального отклика? Собственно, в конце концов, похоже, началось такое соревнование, борьба за население, за его, так сказать, интересы, за умы, да, и вдруг в ответ тишина, и мы видим реальные цифры. В Соединенных Штатах там порядка 10% ВВП собираются даже, потратить. Да. Пусть будет 10, там вот сейчас мы выясним сколько. 10, да. А здесь там и проценты, сейчас вот кажется, вышли на процент с небольшим. Около процент небольшим. Почему такая жадность? Вот как это понять? Михаил, есть очень простое объяснение. Я не сомневаюсь, что экономистам ответит пресс-секретарь Пескова, он за словом в карман никогда не лезет, хотя и несет пургу, по словам его патрона. Очень простое опасение, значит, Владимир Владимирович боится черного дня. С его точки зрения, черный день наступит осенью. Он еще не наступил черный день. Поэтому нужны деньги на черный день. Это первое. И второе. Это очень интересно. Это чисто вот такая русская историческая черта. Она сейчас возобновилась. Он рассматривает все эти золотовалютные резервы как личные резервы. А личные деньги же мы тратим с неохотой, правда? Если мы считаем, что люди могут как-то там прожить, подождать, он не хочет их тратить. Вот это вот та патримониальная экономика, которую, помните, Пайпс писал. Вот она сейчас нашла свое законченное высшее воплощение в организации власти и экономического базиса в Российской Федерации. Это деньги вождя. Я вполне серьезно. Он это воспринимает как свои личные финансовые средства. И он решает, куда их потратить. С его точки зрения их не надо тратить. Люди проживут на пособие от безработицы. Тем более же которое невозможно получить. Да, есть много попыток, например, дистанционно записаться на этом сайте, и очень трудно так точно это так же, сделать. как врачам, работающим с коронавирусом, невозможно получить надбавку. Потому что их тут же начинают дифференцировать. А вы должны проработать не меньше такого-то количества смен, не меньше такого-то количества часов в смену. Ах, вы работаете с небольничной пневмонией, значит, вам надбавка не положена. Слушайте, это же издевательство. Это же так типично для России. Это так типично для России последних лет. Просто люди оказались в ситуации уже поистине витальной. Мы к ней подходим. Это не вопрос, сохраните вы человеческое достоинство или нет, реализуете вы комплекс своих политических, гражданских прав или нет, вы вообще жить будете или нет. Вот как вам кормить детей? Как вам кормить свою семью? Людей загоняет ситуацию витального выбора. Естественно, загоняя, и сами боятся реакции. Но деньги тратить не хотят, нет. Деньги дороже, чем люди. Хорошо, давайте мы Андрея Коробкова из Соединенных Штатов Америки подключим сейчас к нашему эфиру. Он как раз вот к нам включается. Андрей, добрый вечер. Скажите, а как выглядит Россия вот сегодня из Соединенных Штатов? Российская тема вообще как-то присутствует в информационном пространстве страны, где вы сейчас работаете? Гораздо меньше, чем обычно. Сейчас, конечно, главное внимание Китаю в связи с коронавирусом и всевозможным теориям, которые с этим связаны. Россия затрагивается, но, опять же, в такие моменты, конечно, и пресса, и политики смотрят внутрь страны.
Поэтому произошла определенная тут переоценка ценностей, так сказать. Хотя периодически какие-то всплески идут, и очень удивляла всех статистика, чрезвычайно низкие цифры, которые докладывало правительство. И это было, пожалуй, самым важным элементом вот этого информационного поля относительно России, которое можно было наблюдать. Скажите, а какие отклики вот на сделку между странами ОПЕК и Россией по нефтяному вопросу? Все-таки активную роль в ней сыграл Дональд Трамп. Я даже не помню, как часто такое было. 4, по-моему, разговора Трампа и Путина произошло за последнее время. То есть получилось, что в каком-то смысле он протянул Владимиру Путину руку помощи, так сказать, не то, что Москва идет на поклон к саудовским принцам, а вот, так сказать, здесь помогает великий Вашингтонский обком. Да, думаю, что такого не было, и в любой другой момент это вызвало бы, конечно, бурю эмоций, бурю обсуждений, но сейчас это было упомянуто, но не более того. Всем ясно, что Трамп будет идти до конца, спасая американскую сланцевую промышленность, повышение цен на нефть необходимо для этого, и, соответственно, необходимо давление на основных производителей с тем, чтобы были пересмотрены квоты. Поэтому это упоминается, но, опять же, все на центральных каналах сейчас поглощено обсуждением коронавируса. Особенно доминируют пресс-конференции Трампа и Куомо, губернатора Нью-Йорка, и демократа, надо сказать. Поэтому все остальные темы, они стали абсолютно вторичными. А что происходит у вас с рейтингами? Идет же предвыборная кампания, собственно, идет тоже в условиях эпидемии, фактически чрезвычайных обстоятельств. Как там Трамп, как там его соперники? Здесь все происходит вопреки первоначальным ожиданиям и планам, и, надо сказать, вопреки обычной логике. Потому что ожидалось, конечно, что кризис очень сильно ударит по Трампу и поможет демократам. Это было связано с 3 факторами. Первое – ухудшение экономической ситуации. За 2 недели марта Dow Jones потерял все приобретения за 3,5 года президентства Трампа и опустился даже ниже, до 18 с чем-то тысяч пунктов. Но Трамп очень активно включился, он принял целый ряд мер в сфере экономики, и сейчас индексы биржевые, они находятся где-то вот на середине того, где они были месяц назад и где они были в 2016 году. То есть Трамп продемонстрировал свое желание и свою готовность и, в общем-то, способность как-то принять меры, помогающие экономике. Второе, конечно, ожидал, что Трампа можно будет обвинить в неэффективном ведении борьбы с вирусом. Опять же, он очень мобилизовался, он полностью изменил свое поведение, он проводит часы на пресс-конференциях, каждый день ездит по стране, встречается с и представителями бизнеса, и политики. В общем, демонстрирует лидерство, и, как обычно, он переиграл своих оппонентов в информационном поле. И все это дико совершенно контрастирует с поведением Байдена, который спрятался у себя в подвале, пытается делать, в буквальном смысле спрятался в подвале, пытается как-то компенсировать это проведением псевдоконференций, когда CNN организует ему вопросы через Skype, вопросы готовятся заранее, но как только идет какое-то отключение от этих вопросов и переход на свободную дискуссию, он сразу начинает путаться. И, в общем, все это представляет собой очень такой жалкий контраст не только по сравнению с Трампом, но и с рядом лидеров Демократической партии, прежде всего губернаторов Ньюсома в Калифорнии и особенно Куомо в Нью-Йорке. И третье, конечно, на что рассчитывали демократы, было то, что вот Байден, который теряется при встречах с электоратом, с журналистами, когда надо отойти от сценария,
это поможет им вот его спрятать. А получилось, что он выглядит, конечно, не лучшим образом в этой ситуации. И вот результат. Сейчас действия Трампа по борьбе с кризисом поддерживает 60% американцев, что гораздо выше каких бы то ни было предыдущих показателей для Трампа. 94% республиканцев, и что просто поразительно, 60% независимых, что для него является абсолютным рекордом. Еще более странно то, что его действия вот конкретно по борьбе с коронавирусом, с эпидемией, поддерживает 27% демократов, что в условиях поляризации последних лет кажется почти невероятной цифрой. Это, естественно, повлияло и на общие рейтинги. Трамп идет ноздря в ноздрю с Байденом сейчас, практически впервые. У него 49% поддержки, 92% республиканцев говорят, что поддерживают его в целом как президента, все его действия, не только в сфере коронавируса. И также 43% независимых и 13% демократов. Это рекордные для Трампа цифры за все годы его президентства. Тем не менее, ясно, что сейчас, вот по мере как-то стабилизации ситуации и по мере того, что кризис все еще продолжается, время идет, за 2 недели примерно 10 миллионов человек запросили помощь в связи с безработицей или потерей дохода. Это практически рекордные цифры. И ясно, что вот чем дальше будет идти кризис, первое. Второе, чем ближе будут выборы, тем больше опять будет нарастать информационная война и будут многочисленные атаки, в частности, демократов на Трампа. Поэтому, в общем-то, ситуация будет ухудшаться. Вы тут называли некоторые цифры вот, по России, помощи экономике, помощи населению. Как мы знаем, первый пакет, который был принят, составляет 2 триллиона 200 миллиардов долларов. В принципе, обсуждаются еще 2 пакета. Конечно, не факт, что они будут приняты, но совокупная стоимость вот 3 пакетов будет примерно 6 триллионов 300 миллиардов долларов. Если все это будет принято, это чуть-чуть не дотягивает до трети валового продукта Соединенных Штатов. И, в общем-то, ясно, что идет очень активное закулисное обсуждение о необходимости возврата к той программе, которую Трамп предлагал еще 2 года назад, но она была завалена как из-за импичмента, так и из-за общего нежелания демократов как-то вот работать в Белом доме. Это программа вложений в американскую инфраструктуру, восстановление дорог, развитие железных дорог, восстановление и строительство новых мостов и так далее. И как это было в, скажем, 1930-х годах, в начале президентства Рузвельта, в общем, идет ориентация на расширение роли государства с тем, чтобы расширить и госзаказ, и создать многочисленные рабочие места в общественном секторе. Поэтому... Вот смотрите, как интересно, все-таки мы видим очень активную позицию политическую, мы видим активную политическую жизнь, несмотря на, так сказать, эту всю вирусную эпидемическую историю. Можете ли вы что-нибудь подобное представить в России? Ну, например, чтобы, так сказать, Путин ездил сейчас по России и разговаривал с людьми не через видеокамеру, да, ну, я уж не знаю, как там его оппоненты бы вели, но у него были бы реальные не оппоненты. В скафандре бы. Ну, реальные бы оппоненты, да, вот, скажем, я сейчас вижу, что Обама поддержал Байдена очень активно только что, значит, как кандидата и так далее. Собственно, вот такой расклад при каких-то условиях мог бы возникнуть в России? Ну, если бы 20 лет предшествующие нашей истории развивались иначе, то, конечно, такой расклад мы не могли бы наблюдать. Хотя не факт. Если, допустим, посмотреть на происходящее в Великобритании, в Германии, там, в принципе, все партии, они сейчас сплотились вокруг государственной, условно, вокруг правящей элиты, вокруг правящей партии. То есть у них такое водяное перемирие, да? Да, ну, потому что там
огромные программы национальной помощи. И там их лидеры выступают именно как политические лидеры, как общенациональные. Говорят, что нация должна быть едина. Я смотрю там новости BBC, и там это очень хорошо, допустим, прослеживается. Они все говорят, каждый день выступают члены правительства, они объясняют людям, что происходит. Рядом с ними находятся специалисты, которые отвечают на вопросы. То есть нация в курсе. Они занимаются общенациональной психотерапией. Они все едины. Выступление королевы только чего стоит. Это великолепный образец риторики, слегка старомодный, но вызывающий устойчивые реминисценции со временами Второй мировой войны и противостояния нацистской Германии. В России нет ничего подобного. Вы не видите политического лидерства, вы не видите активной позиции, вы не видите призывов к национальному сплочению. Это удивительно. Казалось бы, вот этот 9 мая приближающийся, нет даже попыток обыграть это, использовать эту риторику в части политических выступлений. Ничего подобного нет в помине. Это просто удивительная пустота, идеологическая бессодержательность полная. Отсутствие намека на какую-то политическую инициативу со стороны власти. Оппозиция в данном случае, если хотите, зеркальное отражение. Но ее очень долго били по головам. Ее били по рукам. Но она не хочет идти на перемирие, это тоже понятно. Навальный будет все равно разоблачать остров Медведева, а Явлинский совершенно справедливо критиковать недостаточные меры правительства. Кстати, верно. Навальный тоже, собственно, со своей программой выступил. Это правда. Их никто не слышит. Я думаю, что из власти. Сейчас никто не услышит их из власти, а власть не слышит общество, общество не слышит власть. Вот то, что называют коммуникацией вообще, в России разрушено почти до основания. И это очень опасно для будущего, потому что это ведет нас, я бы сказал, это программирует очень серьезный политический конфликт, который завершится, у меня нет в этом сомнений, открытой политической конфронтацией. Скажите, а сейчас есть борьба во власти, внутри вот этой самой власти? Ну, условно говоря, там Мишустин, Собянин, Сечин, они продолжают, так сказать, сложные маневры с поеданием друг друга? Да, это, безусловно, идет, хотя у Игоря Ивановича Сечина сейчас скорее позиция оборонительная. Ему после провала нефтяного, да? Который ему приписывают, хотя его вины, в общем, в этом особо и нет. Ну как нет? Он же там больше всех за это ратовал открыто. Это решение принималось президентом Российской Федерации и вовсе не с подачи Игоря Ивановича Сечина. А Игорь Иванович Сечин – это в данном случае фигура для битья. Что не может же президент быть в этом виноват. Но дело даже сейчас не в этом, а в том, идет борьба оппозиционная за полномочия. Вот в этой антивирусной кампании. Потому что решается, считают те люди, которые в ней участвуют, решается вопрос не о преемничестве, нет, вопрос так не стоит. Хотя они могут тайне об этом думать, о том, кто возглавит Госсовет. Кто проявит себя более активным и эффективным борцом, значит, тот, может быть, отхватит больше полномочий. Они все на самом деле готовятся к постпутинскому будущему. Вот но сейчас. Кто сильнее, слон или кит, Сечин или Мишустин? Пока что по совокупности Игорь Иванович, безусловно, сильнее, благодаря тому, что он очень тесно связан с ФСБ. То есть Сечин все-таки сильнее всех? Пока да. Угу. Ну, а Мишустин и Собянин? Там же получается так, что часть полномочий московский лидер себе оттащил фактически. Совершенно верно. Пока выглядит Собянин сильнее. Потому что Мишустин получил еще ряд чувствительных щелчков. Допустим, отлуп от лидера Чечни он получил, да, фактически. Я не ответил. Да. Нет, а как ответить? Ну, только извиниться можно было. Отключить газ. Единственный способ вести коммуникацию. Вот, отключить газ. Нет, они пока на это не дают. Но в целом нервозность растет. Растет нервозность в связи с тем, что они не понимают, что хочет Путин. Они не понимают этого. Он не демонстрирует того, к чему они привыкли. Он не демонстрирует уверенность, он не излучает ее даже внутри этого круга. И поэтому они все больше и все чаще начинают задумываться о будущем. Они знают, что да, эпидемия закончится, но политика уже такой, какой она была до, уже никогда не станет.
Хорошо, ну вот да. смотрите, тот же Собянин берет на себя ответственность вот с этой достаточно сложной историей, с цифровыми пропусками, видеоконтролем. Что будет в ближайшие дни, не очень понятно, но то, что элементы хаоса в Москве будут, это можно не сомневаться, Да. поборов и прочего, и всякого недовольства. Вот эта игра тоже на Путина, чтобы сказать, смотрите, какая у меня замечательная система, сегодня я их контролирую, чтобы Конечно. они из дома не выходили, а завтра я таким образом подавлю всякие демонстрации. Совершенно верно. Это игра, вот, прекрасно укладывающаяся в психотип президента Российской Федерации. Он хочет, чтобы все было в порядке. Но он хочет, чтобы вот это вот все в порядке не сопровождалось, по крайней мере, пока избыточными эксцессами, которые вызовут массовое возмущение. Ему Сергей Семенович говорит, а мы обеспечим, мы сделаем в Москве, как в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, не нужны будут у нас тут армейские патрули, мы будем следить с беспилотников за всеми, если надо, поражать на месте дротиками с усыпляющим газом, да, штрафовать их прямо на месте, залазить в карманы, они будут просыпаться уже без денег. Он говорит, слушай, замечательная идея. Давайте, вот покажите, как можно управлять Россией по-новому, по-современному. Поскольку Сергей Семенович прекрасно знает, что это все лабуда, что это делать невозможно. Организуется утечка этих страшных планов, начинается массовое возмущение. Говорят, ну, извините, люди против. Давайте, ввели да, теперь. Да, ну что они ввели? Это же не то, что называют цифровым контролем. Вы просто получаете какую-то бумажку, которую, насколько я понял, довольно легко подделать, и начинаете с этой бумажкой ходить, куда вы хотите, потому что если 3 миллиона человек, как они сообщают, получили эти бумажки... На миллион аннулируют. Да, хорошо. Значит, миллион получит бумажки заново. Вы что, сможете их проконтролировать? Это совершенно невозможно. Здесь главное отчитаться. Сказать, мы сделали работу, мы сократили. Часть людей действительно побоится лишний раз выходить на улицу. То есть в этом смысле, может быть, вернуться к первым неделям самоизоляции, да, потому что там люди стали вести себя свободнее. То есть какого-то эффекта за счет страха достигнут. Но сама по себе система не работает. Это знают все, кто в теме. Там обмануть это видеонаблюдение, это проще простого. Оно не достигло той степени изощренности, которую ему приписывают, и о которой докладывает президенту Российской Федерации. Но тем самым Собянин выступает человеком, который отхватил большой кусок полномочий, хотя президент одновременно сказал силовикам, а вот вы наблюдаете за ним теперь. Вот если он проколется, да, то значит тогда... вы вступаете в действие, но вы представляете, что это будет, если попытаться их ввести в действие? Что? Армейские патрули помогут бороться с коронавирусом? Каким образом? Ну, перезаразятся, конечно. Конечно. Вот что будет. Перезаразятся. Да. Я Андрея хочу спросить. Андрей, а вот вы можете себе представить, что в Америке ввели где-нибудь вот такой вот цифровой контроль, значит, как это в Москве, рисуют теоретически, да, что камеры следят, штрафовать будут, 3 миллиона пропусков и прочее, прочее? Ну, в Штатах вообще сейчас идет очень большая перебранка между федеральным правительством и правительствами штатов. Как раз вчера Трамп заявил, что он все контролирует. Сразу губернаторы возмутились и начали возмущаться, говорить, что Конституция не дает президенту права, собственно, контролировать ситуацию в Штатах. Так что это вопрос очень для них болезненный, и тут любые попытки как-то усилить власть одной из ветвей или, скажем, федерального правительства по отношению к штатному приведет к очень большому скандалу. Надо сказать, что вообще сама даже экономическая реформа, но не реформа, а вот этот пакет, он довольно интересно ориентирован. С одной стороны, идет большая склока между республиканцами и демократами. Республиканцы говорят, что надо спасать большой бизнес, демократы, что надо давать прежде всего деньги населению и бедным слоям. Но единственное, на чем они сходятся, это на том, что основа экономики, да и политической системы США – это малый бизнес. И вот первый пакет предусматривал выделение на спасение малых бизнесов 350 миллиардов. Второй, если он будет принят, даст еще 250, это будет 600 в целом. И, по сути дела, малые бизнесы будут, например, они должны будут сохранять своих сотрудников,
но деньги будут фактически зарплату платить федеральное правительство. Сейчас причем такая ситуация, что вот теряющие работу будут получать $600 в неделю от правительства, то есть, грубо говоря, 2500 в месяц, и это больше, чем многие из этих людей получают, собственно, на работе. Поэтому вот такой курс на децентрализацию, на сохранение вот этой вот основы частно-собственнической в экономике, которая ведет к сохранению и децентрализованного общества в целом, она очень четко видна. Любые попытки вот усилить видимо, федеральную власть... никакой возможности, так сказать, вот так вот следить за гражданами, как в России, в Соединенных Штатах, быть не может просто-напросто. Ну, особого желания даже не будет. Просто зачем? Армия очень активно сейчас используется, но она используется именно в медицинских целях. То есть вот, развертываются военные госпитали, используются всевозможные военные мощности типа плавучих госпиталей. То есть концепция совершенно другая, за одним исключением. Трамп, конечно, под шумок всячески активизирует свои планы в отношении миграции. И вот там-то, на границе с Мексикой, прежде всего, военных очень активно используют. Идет массированная депортация нелегалов, которые в других условиях жили бы долгое время в лагерях беженцев, а сейчас вот только что был скандал на границе с Мексикой, когда 6500 взяли и отправили домой в Центральную Америку, совершенно не проводя никаких расследований. Что касается территории США как таковой, то, конечно, роль военных будет очень ограничена. И даже тут, если они и будут использоваться, то упор будет на силы Национальной гвардии, которые находятся под контролем губернаторов, а не федерального правительства. Спасибо большое. Я хотел еще Валерия спросить, знаете, о чем? А вот на ваш взгляд, разные геополитические авантюры, которые были у Владимира Путина, так сказать, на столе и в ходу, и мы видели много всего за последние годы, и Венесуэла, и Сирия, и Украина. Вот в сегодняшних условиях мы можем увидеть какой-то всплеск активности, или это все будет постепенно сниматься с повестки дня? Ну, например, с учетом того, что если Путин 4 раза говорил с Трампом, и тот выступил в качестве посредника, то должна быть какая-то за это и плата, ведь, наверное. Ну да, это Венесуэла как раз и является платой за эту сделку. Предполагается, что Мадуро покинет Венесуэлу. В обмен Трамп пообещал по мере сил защитить там российские нефтяные интересы. Это главная причина, по которой государство купило активы Роснефти. Другое дело, выполнит ли он это обещание или нет. Но что касается в целом геополитической дерзости, я думаю, что вот осенью, когда все будет очень скверно, в Кремле может появиться одна идея, как решить махом все, да, 7 бед, 1 ответ. А почему бы нам сейчас не предпринять какое-то геополитическое предприятие, когда Европа парализована? Это будет наилучшая возможность с точки зрения, мне кажется, людей, которые принимают решения. Они могут это рассматривать как ultima ratio regis, последний довод в том кризисе, в котором они окажутся. Но вопрос о снятии санкций-то как-то они перестали активно ставить? Нет, они будут его по-прежнему подогревать, полагая, что ситуация сейчас благоприятна для этого. Но это ничего не значит. Я знаю, что в отношении Украины планы нисколько не переменились, в отношении Беларуси планы не переменились. Другое дело, что контекст изменился. Контекст изменился, но цели остались те же самые прежние. То есть оказывать решающее воздействие и на Украину, и на Белоруссию. Так что посмотрим. Просто я видел сегодня очень интересный текст, где говорилось о том, что в Кремле даже увидели некие перспективы всеобщего обнуления, что, мол, вот коронавирус – это новая мировая война, она сломает старый мировой порядок, значит, рассорит Соединенные Штаты и Европу, да. И вот теперь-то Путин и будет решать свои вопросы, ну, типа в тройке вместе с Китаем, например, и США. Да. Понимаете, если есть моноидея, она у него действительно есть, и он хотел бы войти в историю как человек, взявший исторический реванш, изменивший мировую карту,
то эта идея будет искать возможность для воплощения в любой ситуации. И эта ситуация не исключение. Более того, в каком-то смысле она даже очень может оказаться благоприятной, поскольку Европа действительно парализована в полном смысле этого слова сейчас. Другое дело, что Россия выглядит не лучшим образом, да и нужно ли сейчас что-то от Европы. Вот. Но это идея, которая живет в нескольких головах, не в одной голове, сразу подчеркну, в нескольких, и эти головы могут принять решение согласованное. В общем, ястребы не успокоились, Нет, нисколько. мы будем внимательно следить за их клёкотом. Спасибо. Историк и политолог Валерий Соловей и политолог Андрей Коробков были с нами, вел передачу Михаил Соколов. Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast. Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках. Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы». Информация на сайте svoboda.org.